Так, теперь по онлайн-школе казахских орнаментов. Она тоже находится в записи в закрытом инстаграме. Кто меня знает, я спец по казахским орнаментам, изучаю их с 2015 года. Вот так вот, чтобы... То есть я была модельером, да, поэтому казахские орнаменты изучала. То есть мы ляпали их тогда, куда можно было. Где-то с 2018 года я стала целенаправленно изучать, прям, знаете, углубленно книги, материалы и так далее. И примерно в 2020 году я разгадала. То есть мне наконец-то получилось, и я создала то есть, полную философию, систему в казахских орнаментов, как они устроены, и поняла основу. Когда вы знаете эту основу, вам легче будет понимать все остальные орнаменты, как они работают, как их соединять, где что должно быть, где в каком месте изображается, почему этот орнамент тут нельзя, этот орнамент в этом, скажем так, в этом событии нельзя и так далее. Как орнамент использовать для себя лично, чтобы он работал как положено. То есть казахский орнамент — это в первую очередь защита, оберег и притянуть что-то хорошее. То есть это вот эти вот две вещи. Ну, конечно, есть еще констатация там какого-то факта, события и так далее, но там будет больше такое изображение животных, людей и такого-то значения. Зная казахские орнаменты, можно понимать изделия, которые, вот, допустим, я же много антикварных вещей покупаю, по этим изделиям понимаешь, что вот это изделие приносит вот такую-то, такую-то вещь, вот это, ну, такие-то такие ништяки, скажем так, в твою семью. А вот это вот изделие, оно шилось как оберег там для определенной такой ситуации, а у вас как раз в жизни эта ситуация, и вы хотите это получить. Вот как-то так. Пройдя мою школу, я вам советую прямо несколько раз пересматривать, писать конспекты. И у вас со временем прям дойдет, и вы начнете понимать, как же использовать орнамент, чтобы он не вредил вам и притягивал то, что нужно. Сейчас я вам покажу, будете смотреть. Ну, итак, это вот очки, да, стоят. Это закрытый инстаграм получается. Вот он, Лектура Камлау. Здесь получается, давайте прям уроки будем читать. Первое занятие у нас, что такое орнамент. Очень важно понимать. 3 мира. Надо понять, что за 3 мира, где они изображаются, как их вообще на человеке смотреть и в вашей жизни смотреть. Понятие мужское, женское в казахском орнаменте. Огромнейшая тема, которая много что откроет. Не только по орнаменту, но и по философии, как же мужчина и женщина должны взаимодействовать, чтобы был баланс. Так. Дальше, так вот получается сам эфир, книги какие советую, тут еще какая-то разговорка. Так, дальше, следующий прямой эфир идет смена форм. Так, когда, что, зачем пошло. То есть вы помните, у нас был зооморфный стиль, почему он перешел в геометрический, растительный орнамент и так далее. Вот он как раз зооморфный стиль, значение, смысл, сцены, татуировки. Это вот те, кто по татуировкам, да, думаю, многие, кто пройдет и поймет значение моих татуировок. Дальше геометрический стиль первой формы. 6 первых орнаментов. То, из чего состоят все казахские орнаменты, это основа. То есть основа, на которой налагаются все остальные орнаменты. Так, третье занятие. Что изображается на одежде человеком? Что такое защитная линия? Правила казахского орнамента, цифры в казахском орнаменте, цвета в казахском орнаменте. Тоже большая такая тема, часто сталкиваетесь, но вы даже не замечаете про вот эту тему. Очень важно правила казахского орнамента. Если их не соблюдаете, это уже не казахский орнамент. И у нас, к сожалению, в одежде современных дизайнеров, которые себя называют национальными дизайнерами, делают дофига ошибок, которые потом плохо влияют на вашу жизнь. И четвертое занятие у нас получается книги по изучению казахского орнамента. Я вам советую, то есть, что можно купить через Каспий, что можно заказать там через Марвин и так далее, да, книжные эти сайты. Потом книги, которые вы еще можете поискать в библиотеке, либо найти у меня в телеграм-канале. То есть помимо того, что вы присоединяетесь в закрытый инстаграм, у вас есть закрытый телеграм-канал, где вот эти орнаменты нарисованы, описаны. Я специально там сделала такую систему, чтобы вы, хотя не хотя, начали учить их. Так, то есть книги я даю еще в электронном формате. Так. Ну, в общем-то, вот все.
50 самых распространенных орнаментов, чтобы вы понимали. Короче, по ним я тоже объясняю, и вы понимаете смысл, где какой же орнамент изображался, и будете со мной точно так же раздумывать. Итак, получается, у вас будет закрытый Инстаграм с прямыми эфирами, то есть где я все рассказываю, объясняю, показываю, рисую вам. Рисую как раз вот на этой доске. И закрытый телеграм-канал, где мы еще можем поболтаться. Будут какие-то вопросы, пожалуйста, туда пишите, как я освобождаюсь, могу отвечать. Стоимость школы 79 тысяч тенге. Так, вроде бы все сказала, да? Да, я буду еще раз повторять ее попозже, тоже где-то летом. Не знаю где, я все еще ищу платформу, то есть как мне это работать. Вообще я хотела бы найти платформу, в которой я могла бы закидывать всевозможные мастер-классы, чтобы вы могли их использовать. То есть это чтобы было удобно. Пока еще не нашла. И да, книги ждут. Книги будут и по казахскому орнаменту, как мы планировали, и по женскому шаманизму, и вообще по казахскому барсалыку. Так, там обряды будем делать, тоже книгу. То есть вот этот телеграм-канал, который у меня есть, будем записывать именно по женской, скажем так, казахскому такому ведьмовству, скажем так. Это то, что должны были женщины обычные делать, уметь всегда. Так. Ну, наверное, все.